В эфире телеканала «Якутия-24» главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Добрый вечер. Дело Левадных. Верховный суд увеличил условный срок подсудимым. Потерпевшая сторона не согласна с решением. В России срочно отзывают лекарства, вызывающие рак желудка. В черном списке ранитидин. Приватизация «Алроса». Минфин России высказал свою позицию по продаже акций алмазодобывающей компании. Мобильные телефоны в школах. За и против. Доводы сторон в репортаже наших корреспондентов. Профи-клаб. Под таким названием в Мирном стартовал образовательный проект. Дайджест событий Нерюнгринского района в обзоре наших коллег. Верховный суд Якутии увеличил супругам Левадным срок наказания. Напомним, они обвиняются в насильственном удержании гражданки Филиппины и причинении вреда ее здоровью. Суд назначил Кристине Левадной наказание в виде 5 лет условно с испытательным сроком 3 года. Александру Левадному 6 лет и 6 месяцев условно с испытательным сроком 4 года. Сохранился запрет на работу в правоохранительных органах в течение 2 лет с лишением звания подполковник полиции. Также суд обязал Левадных встать на учет в специализированные органы с явкой для регистрации раз в месяц на период действия наказания. Кроме этого, виновные обязаны выплатить моральную компенсацию гражданке Филиппин Ракель Фаброс в общей сумме 500 тысяч рублей в течение года. Мы рады, что не отменили условный срок, конечно, хотя наши требования удовлетворены не были. Я считаю должным обратить внимание на все-таки то, что действия потерпевшей стороны недопустимы. Созыв средств массовой информации, созыв всяких общественных движений с тем, чтобы наказать родителей 4 несовершеннолетних детей к 14 годам лишения свободы, это столько, сколько получают маньяки, убийцы, педофилы и так далее. За что? Для общественности просто для вида усилили по 1 году условный срок, и все, и на этом все закончилось. Так что мы будем добиваться дальше справедливости, будем идти дальше. Теперь к другому уголовному делу. Факт хищения более 1 миллиона рублей из регионального бюджета выявили в Якутии. Председатель одного из сельскохозяйственных производственных кооперативов предоставил в соответствующий комитет фиктивный пакет документов по договору поставки специального холодильного оборудования шоковой заморозки без его фактического приобретения, чтобы воспользоваться программой государственного субсидирования из бюджета республики, направленной на развитие сельского хозяйства. Полученными деньгами 57-летний руководитель кооператива воспользовался по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сегодня ночью в ДТП в Горном районе пострадали 9 человек. Напомню, на 157-м километре автодороги Вилюй опрокинулся и загорелся микроавтобус Toyota Хайс. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу села Бердигистяк. И сегодня консилиум врачей принял решение о том, что мужчину и женщину, пострадавших в результате аварии, необходимо эвакуировать санрейсом в Якутск. У мужчины перелом спинного мозга, состояние сейчас стабильно тяжелое. У женщины средней степени тяжести, перелом левой трети, оскольчатый перелом средней трети левого бедра. В России срочно отзывают популярный препарат ранитидин, который помогает при лечении язвы и изжоги. В нем обнаружили опасный канцероген. Лекарство попало в черный список из-за примеси, которую производят в Индии. Она провоцирует рак желудочно-кишечного тракта, а также заболевания печени. Росздравнадзор России проведет лабораторное исследование препарата. Лекарство уже отозвали в ряде стран. Замглавы Минфина России Алексей Моисеев считает нереалистичной приватизацию доли «Алроса» из-за позиции Якутии. Об этом сообщает ТАСС. Часть доли государства в алмазодобывающей компании «Алроса» давно находится в плане приватизации, но это нереалистично из-за позиции другого акционера компании – Республики Саха-Якутия, цитирует чиновника агентства. В Минфине позицию республики называют жесткой, а региональный закон, согласно которому пакет акций региона не должен быть ниже 25%, национальной гордостью. Эти факты
факторы не позволяют реализовать стопроцентную приватизацию алмазодобывающей компании. Цитата. Якуты свою долю продавать не собираются, поэтому это означает, что им и свою тоже не можем, что и мы свою тоже не можем продать. Поэтому реально, я думаю, мы никогда с ними не договоримся до этого, сказал заместитель министра. В Якутии отмечен наибольший прирост добычи золота. Так, за первое полугодие производство золота в республике выросло на 49%. Всего за этот период добыли более 12 тонн. Данные приводит портал недра.дв. Также прирост по добыче золота отмечается и в Магаданской области. На реке Лена продолжаются дноуглубительные работы в связи с обмелением. На сегодня исполнительная дирекция Минэкологии ведет работу в районе водозаборных и очистных сооружений водоканала, чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение города. За ходом работ следит наш корреспондент Сарглана Федорова. Земснаряды неустанно роют песок. Их задача – расширить не менее чем в 2 раза прорези в песчаной косе напротив водозабора. Предстоит прорыть 242 тысячи кубометров грунта на 1366 погонных метров. На сегодня, пройдя порядка 500 метров, вынули более 74 тысяч кубов песка. Именно отсюда вода начинает свой путь, прежде чем поступить в краны жителей Якутска. И в связи с обмелением реки, если сейчас не провести дноуглубительные работы, то зимой вода будет проблематично поступать в ковш водоочистных сооружений. И, соответственно, объемы воды, которые водоканал подает населению, могут снизиться. Чтобы миновать такой исход, земснаряды «Вилюй» и «Витим», а также 2 вспомогательных судна трудятся круглые сутки. Сейчас мы проблем не видим. Нам и администрация Ленских водных путей говорит о том, что работы ведутся согласно регламента, и они вовремя завершат все строительно-монтажные работы. Хочу отметить, что заключен государственный контракт между акционерным обществом «Водоканал» и ФГБУ Ленской администрации водных путей. Вот. Объем по госконтракту составил порядка 71 миллиона рублей. В настоящий момент уровень воды в реке Лене 86 метров 36 сантиметров. Это на 2 метра ниже за аналогичный период прошлого года. Уровень воды в реке на 235 сантиметров выше зимнего минимального. Поэтому вода стабильно подается в город, пока больших осложнений нет. Аналогичные работы на днях завершились на территории Якутской нефтебазы. Там суда не могли пройти к причалам нефтебазы в Жатае. Поэтому прорыли подходной канал в 2,5 метра. Сейчас перевозка авиационного топлива для нужд авиакомпаний, которые осуществляют полеты, идет без сбоев. А работы в районе водозабора планируют завершить 18 октября. На обоих участках объем расходов на проведение работ составил 120 миллионов рублей. Саргалана Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. В Якутии завершился региональный этап всероссийских штабных тренировок по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. За 2 дня в республике было отработано множество сценариев условных происшествий, как природного, так и техногенного характера. И благодаря слаженной работе всех участников тренировок все поставленные задачи были выполнены точно и в кратчайшие сроки. Подробности в материале Александра Хавренко. В течение 2 дней органы государственной власти, местного самоуправления, спасатели и внештатные аварийные группы демонстрировали свою готовность к возникновению чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Я хочу отметить, что все органы управления, Федеральной противопожарной службы, федеральные органы исполнительной власти, спасательные службы Республики Саха-Якутия справились со своей задачей. Были действительно слаженные и оперативные действия по выполнению практических мероприятий. Были проведены свыше 20 мероприятий по гражданской обороне, на которых было задействовано свыше 9 тысяч человек и 1200 единиц техники по всей республике. Те задачи, которые были поставлены, что при первом дне тренировки, первом этапе, что при втором этапе тренировки, они все справились. 4 с плюсом. Потому что есть все равно определенные недочеты как в работе органов исполнительной власти республики в рамках гражданской обороны, так и в работе муниципальных органов власти. Ну и по итогам, конечно, всей этой штабной тренировки будет подготовлен анализ всей работы и будут внесены предложения по улучшению, так скажем, ситуации работы по гражданской обороне.
Завершились штабные тренировки смотром готовности мобильной группировки, личного состава и техники. На селекторном совещании отмечено, что наша республика, как и год назад, в числе лучших. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. В октябре в школах республики стартует месячник психологической разгрузки. Он включает массу мероприятий по работе как с детьми, так и педагогами и родителями. А как он пройдет в Алданском районе, расскажет Татьяна Вахнина. Акции, квесты, дискотеки, дни улыбок, тренинги и тестирование. Октябрь обещает стать для алданских школьников насыщенным, интересным и весьма позитивным. В учреждениях образования стартует ежегодный месячник психологической разгрузки. В осенний месячник психологического здоровья в Алданской гимназии запланированы различные формы работы с педагогами, с учащимися и с их родителями. Это различные психологические тренинги, кинотренинги, флеш-тренинги, круглые столы, родительские собрания и так далее. К основным целям месячника относится профилактика агрессии и снижение тревожности у детей, выявление психологических проблем как индивидуального, так и общего характера, а также формирование доброжелательной атмосферы в коллективах. Как показывает практика, месячники психологического здоровья идут на пользу всем. В школах введена форма, поэтому если ребятам разрешается, мы проводим какой-то там джинсовый день или там день в красном цвете, что им можно прийти в каком-то другом, это, конечно, всегда идет на ура. Всевозможные дискотеки, в различные акции. Очень много ребята сами предлагают каких-то идей, когда мы собираемся на школьный совет, который у нас проводится раз в неделю. Работа в период месячника будет вестись не только с детьми, но также с педагогами и родителями. Для взрослых запланированы тренинги, круглые столы, семинары и встречи со специалистами медицинских учреждений и органов профилактики. Родители из этих мероприятий узнают, как правильно вести себя с ребенком, узнают об особенностях подросткового возраста, а педагоги узнают упражнения на саморегуляцию, то есть для снятия стресса. Месячник в школах Якутии проходит дважды в год – осенью и весной. Работа, нацеленная на укрепление психологического комфорта школьников, ведется в течение года. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале «Якутия-24». Мобильные телефоны в школах «За и против», доводы сторон в репортаже наших корреспондентов. «Профи-клаб» по таким названиям в компании «Алроса» стартовал образовательный проект. Грант НКО в Ленске делают ярче жизнь местных детей. Дайджест событий Ниренгринского района в обзоре наших коллег. В эфире телеканала «Якутия-24» и мы продолжаем. Нет смартфоном на уроках. В российских школах начинают внедрять рекомендации Роспотребнадзора и Рособорнадзора по ограничению доступа к гаджетам во время учебного процесса. Соответствующий документ вышел этой осенью. Запрещать не обязывают, а оставляют на усмотрение самих школ и руководств регионов. Как отнестись к нововведению в якутских школах, узнавала Саргалана Захарова. Запретить нельзя пользоваться, где поставить запятую. Сегодня над этим вопросом ломают головы директора тысяч российских школ. Документ принят на федеральном уровне, но пока регионы не спешат внедрять новые правила. Однако есть и исключения. В одной из школ Якутска ограничения ввели еще в 2017 году. Есть даже регламент. Сдавать не обязательно, но стоит выключить или поставить телефон во время уроков на беззвучный режим. Если учитель требует, естественно, ребенок привыкает к этому и не вытаскивает. А в старших классах или в среднем звене иногда бывают случаи, вытаскивают и сидят под партой, допустим, что-то смотрят. Во время контрольных работ мы собираем эти сотовые телефоны, и чтобы не было списывания, и ребенок именно показал свои знания. Мы решили спросить самих учеников, как они относятся к этому правилу, справедлив ли запрет на использование гаджетов. Да, справедливо, потому что нельзя отвлекаться во время урока. Ученики бы не отвлекались, но бывают случаи, когда телефон необходим. Допустим, не дай бог, что-то случится. Или же надо найти какой-нибудь материал, которого в учебнике нету. Кажется, справедливо, потому что многие ученики просто пользуются телефонами на уроке, как списывают с ГДЗ. Когда ты сидишь в телефоне, ты отвлекаешься и ничего потом, тему не понимаешь, что это такое. Это отвлекает от учебы, потому что надо учиться, не использовать телефон.
Телефоном не запрещают пользоваться во время перемены, ведь это свободное время, которое дети могут использовать по своему усмотрению. Но вот некоторые эксперты все-таки придерживаются более строгих взглядов и считают, что использование телефона во время перемены также пагубно может влиять на здоровье и сосредоточенность учащихся. Став учителем года России и побывав в десятках школ по всей стране, я стал менять свою позицию. Что я видел, например, в московских школах. Дети на переменах не играют, не бегают, мало говорят друг с другом. Они стоят или ходят, уставившись в телефон. У большого числа учеников при этом еще и наушники. В результате перерыв, который должен дать детям время отдохнуть, прийти в себя, просто поболтать поближе, познакомиться друг с другом, превращается в минуты, когда ученики сидят в телефонах, нанося очередные удары по своему здоровью. Эти слова общественного советника министра просвещения Алихана Динаева приводит «Российская газета». С одной стороны, это реалии современного общества. С другой, реакция детей даже на краткосрочное ограничение от гаджетов порой может выглядеть пугающе. Вполне объяснимы результаты опросов, которые провели Роспотребнадзор, Минпросвещение и Рособорнадзор. Ограничения поддержали 90% учителей. Почти то же количество родителей и 61% самих учеников. Другой опрос провел ВЦИОМ. На вопрос, что будет, если школьникам запретить в классе пользоваться смартфонами, 35% опрошенных ответили, что дети начнут значительно лучше учиться. 27% считают, что подтянутся школьники ненамного, чуть меньше респондентов решили, что это никак не повлияет на успеваемость. И по 64% приходится на людей скептических взглядов на этот вопрос. Тем временем в федеральных органах власти хотят пойти дальше и ввести полный запрет на смартфоны в школах. Возникает ряд закономерных вопросов. Как родителям связываться с детьми? Не нарушаются ли права ребенка на свободный доступ к информации? И, наконец, не противоречит ли это требованиям о повышении цифровой грамотности подрастающего поколения? Саргалана Захарова, Георгий Григорьев, Якутск. Кроме того, в Якутске внедрена новая система питания школьников. Как проконтролировать, что именно купил ребенок в столовой, насколько питательной оказалась еда и во сколько обойдется питание школьника. Подробный разбор у Юлии Великодной. Сегодня каждый субъект сам решает, чем и как часто надо кормить детей в общеобразовательных и дошкольных организациях. Единых стандартов и требований на федеральном уровне нет. Существующий 44-й федеральный закон в госзакупках регламентирует правила выбора поставщика продуктов, которые из-за разницы в стоимости не всегда могут быть местного производства, как хочет этого заказчик. В Якутии же, согласно указу, финансовое обеспечение лежит на госбюджете, деньгах муниципального бюджета и доплаты родителей. Между тем, перевести контроль за питанием в школах с директора учебного заведения на уровень муниципального руководства призвал президент Владимир Путин. Ну а пока Якутск может похвастаться новой системой питания школьников. В 2017 году был запущен проект lk14.ru. Каждый школьник получил карту, деньги, на которую перечисляют родители, и расплачиваться, который ребенок может только в школьной столовой. Работает это следующим образом. У каждого участника проекта, родителя, учителя, сотрудника образовательного учреждения открыт свой личный кабинет, через который можно в онлайн-режиме отслеживать все происходящее. Сколько денег было зачислено на карту, сколько потрачено, что именно приобрел ребенок в школьной столовой, насколько питательно оказалась купленная еда. Сайт ЛК-14 является очень удобным инструментом для контроля питания ребенка. У меня есть дочка, учится во 2 классе, и я могу зайти, посмотреть, что и во сколько поел ребенок. Я захожу несколько раз в неделю и смотрю, что поел ребенок. Но я думаю, будет удобно, потому что все будет на единой платформе, и расписание уроков же там будет, да? Все в одном, все по одному клику, так сказать. При разработке меню соблюдены возрастные и физиологические нормы суточной потребности в основных питательных веществах и энергии с учетом проживания детей в условиях района Крайнего Севера. Рацион адаптирован к национальным и территориальным особенностям питания населения региона. Так, в меню включены такие продукты, как жеребятина, якутская лепешка, напитки из местных ягод и витаминизированные печенья с добавлением ягод. Проект создавался на протяжении 3 лет. Авторы провели анализ, работали с научными данными. В
каждой образовательной организации при согласовании меню с органами Роспотребнадзора учитываются и возрастные категории детей, и особенности состояния здоровья, и даже особенности социально-экономического развития того или иного района и культуры того или иного района. Например, если у нас в северных районах принято употреблять в пищу оленину, значит, особые сорта рыбы, это предусмотрено, и Санпин позволяет внедрить в меню именно местную продукцию. Сейчас разрабатывается механизм социальной поддержки малоимущим семьям в организации питания школьников по поручению главы республики Айсена Николаева. В Якутии горячим питанием в школах обеспечивается 98% детей, тогда как в среднем по России эта цифра составляет 63%. При этом действующий норматив на питание детей из малоимущих семей в день составляет 31 рубль, а за полярным кругом 35 рублей. В школах республики обучается почти 62 тысячи детей из малоимущих семей. Уровень обеспеченности горячим питанием школьников в Якутии составляет примерно 98%. При этом властям региона ежегодно приходится увеличивать расходы на питание школьников. Средняя стоимость питания в республике составляет 242 рубля в день, завтрак 85, а обед 157 рублей в среднем. При этом учащиеся начальных классов в основном питаются бесплатно. В Алроса будут готовить кадры по новому образовательному проекту «Профи-клаб». Это уникальная возможность для школьников узнать больше о компании, познакомиться с производственным процессом изнутри, обучиться у высококвалифицированных специалистов и попробовать себя в деле на производственных площадках. Лучшие ученики «Профи-клаб» получат шанс стать стипендиатами Алроса и в будущем работать в крупнейшей алмазодобывающей компании в мире. Так как у нас в городе вообще градообразующая компания «Алроса», и, конечно, я подумала, что как мальчику и технические предметы это очень будет интересно, тем более в школе у него все получается в этих направлениях. Я бы хотела, чтобы он остался и попробовал, прошел эти все 5 модулей, подчеркнул себя, для себя, что ему нужно это или нет, алмаздобывающая промышленность. Сегодня у нас присутствовали родители и сами школьники для того, чтобы ближе познакомиться с проектом, узнать, что он из себя представляет. В образовательном проекте могут принимать участие все обучающиеся школ Мирнинского района, но в связи с тем, что проект предполагает очное участие, то это, соответственно, школы города Мирна и близлежащих поселений. Увидеть Арктику, обучиться боевым искусствам, поиграть на новых детских площадках – все это и многое другое стало возможным для детей Ленского района. Ежегодно, благодаря грантовой поддержке со стороны муниципалитета, некоммерческие организации района реализуют свои программы. Какие суммы и на какие цели в этом году получили НКО, узнала Анна Кожевникова. Резвые байки воспитанникам военно-патриотического клуба «Витязи» сразу пришлись по вкусу. 2 мотоцикла и 2 квадроцикла. Для ребят не просто техника, на которой они будут обучаться ездить. Это еще и наглядное пособие. Леонид Петрович нас научил, как собирать правильно квадроциклы по частям и мотоциклы. Я уже очень давно жду того момента, когда мы дособерем квадроциклы и начнем и поедем по полям. А приобрел технику клуб благодаря грантовой поддержке со стороны районной администрации. В этом году «Витязи» выиграли сразу несколько грантов. Сейчас уже на подходе лодка. Ну, у нас, в принципе, это не один грант был, не только на мотоцикл. У нас был грант выделен на приобретение оружия, на приобретение, скажем, одежды для рукопашного боя и так далее. Все это у нас на сегодня получено. Лодка где-то в пределах 4 мест должна быть. Где мы получим бензиновую станцию для того, чтобы в походе использовать. Сейчас в планах организовать занятия по практической стрельбе. Но для этого нужен тир. А у доблестных «Витязей» нет постоянного дома. Часть занятий проходит в школе номер 1, часть в ДК «Юность». Надеемся, что этот вопрос также будет решен при содействии районной администрации. Еще один коллектив, ежегодно получающий самые крупные суммы в рамках грантовой поддержки – православный приход храма святителя Иннокентия Московского. Под руководством настоятеля храма отца Анатолия школьники отправляются в экспедиции.
Ищем фундаменты, ищем брошенные храмы, перевезенные храмы в другие деревни, храмы, которые переделали, ну и они почти все были переделаны по всякие клубы, всякие хранилища, склады там и так далее. То есть такой, на самом деле, исследовательский, исторический такой материал собрали за эти годы. В этом году участникам экспедиции довелось увидеть Арктику. Не все взрослые жители Якутии могут позволить себе такое дорогое, но завораживающее путешествие. Когда мы плыли на лодках, в основном боялись непогоды, грозы, дождя. А в основном просто плывешь, спишь. Не знаю, мне понравилось. За этот проект голосовали все члены комиссии, считая его одним из самых удачных. Поэтому православный приход решил участвовать в конкурсах на соискание грантов и реализовал еще один проект. Но об этом мы расскажем позже. Всего в 2019 году из казны района было выделено 11 миллионов рублей на поддержку некоммерческих организаций. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Мы продолжаем акцию, посвященную 75-летию победы над фашистской Германией. Сегодня на нашем телеканале в 21:00 смотрите фильм, изготовленный нашими коллегами 35 лет назад. Мы решили сохранить фильм в изначальном виде, не подвергая редакции и монтажу. Напоминаем, в кадрах хроники будут показаны герои тех лет, ветераны, о которых и по сей день мало что известно. Поэтому, если вы увидите знакомые лица, просим вас обратиться к нам в редакцию и рассказать о событии либо о людях. Нам важна любая информация. Телефон горячей линии редакции 420888. Благодарность за участие в создании материала наш телеканал передаст в дар этот видеофильм. Итак, акция «Мы помним» сегодня в 21:00 на телеканале Якутия-24.